Вот самое главное здесь моторкинг, да, вот именно. Валейкум салам, Таир. Так, у нас люди подтянулись. Я как-то неожиданно прихожу. Валейкум салам. У меня так получается. Я извиняюсь. Валейкум салам, Астана. Дейлер Маршалуил. Шуп Марш Дойл. Дейлер Маршалуил, валейкум салам. Так, а теперь ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем добрый вечер. Вот, я извиняюсь еще раз, что у меня так получается, неожиданно появляюсь, но тем не менее стараемся. Так, как читается твой ник, не знаю, ну, Пайпи 4, валейкум салам. Ты пишешь, недавно думал, что Басаев и его люди самые настоящие бандиты. Теперь другое мнение, благодаря тебе и Ютубу. Какое твое мнение? Мнение на то, касающееся того, что я выкладываю, например, публикую, или же мнение про Басаева. Ну, все мы люди, делаем хорошие вещи и плохие вещи. Да, я где-то могу Басаева критиковать, я это прямо могу сказать в любое время. Басаев был воином, и я уверен, если бы российские войска не начали бы первую войну в 1994 году, то они бы не услышали бы о тех происшествиях, трагедиях, которые потом произошли. Вот. И возлагая всю вину на Кремль. Вот. Но насчет правды, то, что выкладывается, публикуется, иншаллах, будем продолжать вот, выявлять ложь, показывать правду. Иншаллах. Мотор Кинг. Я тоже чувствую, когда вот мне с вами надо встретиться. Чечня моя. Анзор, почему Аслан сменил имя на Халида? Ну, скажем, по просьбе его братьев по оружию, это было во время Первой войны, и было объявлено, я помню, на митинге, когда люди собрались, и там объявили, что будет лучше изменить имя на Халид. Ва алейкум ассалам. Всем. Секрет Трампетер. Так, Анзор, кто убил имама Алим-Султанова. Я этого человека очень любил, уважал, как и все остальные, другие чеченцы, наши братья. Вот. И то, что я знаю, то, что слышал, там его убили в гостинице, и то, что в то время говорили, могу сказать, повторить, что его убили российские спецслужбы. Вот. Это то, что я слышал в то время. Михаил Комаровский, здравствуйте, добрый вечер. Вам тоже привет из Норвегии. Сейчас мы временно проживаем тут. Уверен, Ичкерия будет свободной, и в Украине тоже будет все хорошо. Наступит этот день. Так, Папи 4, да? Надеюсь, что я не ошибился в нике. Анзор, ты не бываешь вообще в Чечне, но я думаю, что там бы были бы рады увидеть меня в Чечне. Тогда мне пришлось бы как бы выкрикивать Ахмад Сила.
Самому смешно. Ну вот, будем беречь нашу честь и настолько опускаться не собираемся, иншаллах. The Messenger, так, ты пишешь, спасибо за твое мнение, за твои слова. Аслан Масхадов полностью оправдал свое имя Аслан, что означает лев. Значение имени Халид я не знаю, но я уверен, он достоин носить любое благородное имя и звание. Ну, скажем так, он был со своими муджахидами, воинами, воевал вместе с ними рядом и делил эти тягости войны, так же, как и его подчиненные, муджахиды, воины. И что я хочу сказать, все они были львами, вот, и показали это на деле. И мы ими гордимся. Ва алейкум салам, Страсбург. Так, я пытаюсь ответить на все вопросы, и поэтому медленно иду в комментариях. Так, Чечен Таймс. Ты смотрел ролик на канале Арцуева под названием Хусейн Исханов об Абдулхалиме Садулаеве. Там Арцуев говорит, что под твоим видео пишут гадости, и ты это поддерживаешь. Можешь прокомментировать это? Ну, раз уж уже прочитал, если честно, я бы не хотел бы на какие-то такие комментарии отвечать или быть в этих словесных разборках, взаимооскорблениях или попытках там создать какой-то хайп, я не знаю, вот так я отнесусь. Но мое мнение – это мое мнение, и я скажу это в любое время, в любом месте. Есть вещи, которые мне не понравились, и также не понравились и другим нашим братьям. Вот. Да, я могу поправить человека, и я, если где-то ошибусь, то я ошибусь и могу сказать, что я ошибся. Но не надо трогать тоже мною сказанное, зная, что это правда была. Вот что я скажу. И не хочу, чтобы меня где-то там упоминали в таких разборках, и я это не позволю никому. Не надо меня трогать, все занимаются своими делами. И пускай другие тоже также занимаются этими делами. У меня даже нет времени давать какие-то реакции и влезать в какие-то там в интриги, разборки. Не хочу этого делать. Вот. Адам Ван Зелимхан. Ва алейкум салам. Да, я рад, что многие смотрят, многие поддерживают. Ларес Хвил, я благодарю вас всех. И так. Без немц. Ва алейкум салам, брат. Дейлер салам маршал Хвил. Норвегия, Германия. Ларес Вай Масана Хвил. Аллаху Акбар. We are Muslims. Если вы приедете в Чечню, то соберете народ вдохновиться, народ и свергнет там этот режим их. Ну, всему свое время. Вот. Всему свое время. Но до этого нужно решить многие вопросы среди нас. А то есть, коротко говоря, сделать то, что нам говорит Всевышний, то, что нам говорит Аллах. Вот что нам надо сделать. Так, Чечен Таймс.
Ты опять пишешь, наверное, так. Я, да, ответил на твой вопрос. Ответил. Попытался ответить, не знаю. Папе 4, да, да уж обидно, что ты сидишь где-то вдали от своей земли и родины, хотя выкладываешь YouTube всю правду, очень интересно слушать тебя, благодарю. Благодаря тебе я узнал много правды про чеченскую кампанию. Ну, чеченская кампания, и вот насчет названия я скажу, здесь я не согласен с такими терминами. Чеченская кампания, чеченская война, например. Это была, есть русско-чеченская война. Можно и сказать, российско-чеченская война тоже. Но пытаемся и будем делать все, что в наших руках, иншаллах. Шелби, валикум салам, брат. Мы с вами, Грузия, мы братья, не только соседи. Вот. Как я люблю говорить, горы нас не разделяют, они нас соединяют. Так, Чечня моя. Жаль, что не дали нам жить в Ичкериях хоть 6-7 лет. Думаю, у нас все было бы хорошо, просто мало времени у нас было жить хорошо. Мы даже за тот период между двух войн, мы бы смогли бы сделать многое. Мы смогли бы это сделать, если бы нас не провоцировали, если бы нас не трогали, если бы Россия не думала о начале новой войны. Вот в чем проблема была. Нас провоцировали, и, как я говорю, они готовили новую войну, они ее готовили еще с 96-го года. Папе 4. Анзора, кем ты являешься Аслану Масхадову? Сыном? Сыном. Амин, амин. Я пытаюсь успеть за вами. Так, папе 4. Анзора, по сети гуляет информация, что Басаев сдал российским властям Аслана Масхадова. Как ты думаешь, может быть правдой? То есть, эта информация. Нет, это неправда. Басаев этого не делал и не смог бы это сделать. И не сделал, ни один чеченец не причастен к этому. Я вот это уверенно говорю. И даже можно посмотреть, кто запустил такую информацию. Российские спецслужбы и те, я даже не хочу называть их людьми, которые служат Кремлю верой и правдой и любовью. Вот. И тогда будет ясно, почему была запущена эта информация. Нет, как я говорю, нашего президента никто не сдавал.
российские спецслужбы сами определили местонахождение нашего президента и провели эту операцию. И провели ее так, что они не сообщили даже тем военнослужащим, этим оккупантам, которые находились на территории нашей республики. То есть они сообщили тогда, когда он уже был убит после этого. Одинокий волк, да, зачитаю сначала. Долго не будем жить в Европе, иншаллах, Роман, скоро домой поедем по воле Аллаха. Все по воле Аллаха, иншаллах, иншаллах, это наша Родина, это наша земля, временно оккупированная. Секрет Трамп, Татарстан, с Ичкерии, мы тоже. Спасибо, брат. Оздоев, валикум салам, саваш. Аллах рейсваю, да, мола, да. Мы братья. Аллах рейсваю. Валейкум ассалам, вараматуллах, Ачхой Мартания, МММ, Аллах рейсвил, Дейлер Машал, Нохчо, нох. Кто-нибудь видел Елену Малышеву, приехавшую в Ичкерию? Походу, она приехала пиарить «Спутник-5». Я лично не доверяю этим спутникам. Вот. Нет, я не слышал про это. Дейлер Машалхыл, Лилия Гер. Аллах рейсву. Спасибо. Так, Николай I. Я удивился интервью Илларионова, когда он рассказал, что Масхадов хотел освободить детей в Беслане. И когда он сказал, я все равно приеду, и начался штурм школы. Да, действительно, в интернете можно найти это видео. Я прекрасно, очень хорошо помню эти дни, эти переживания, эту боль, что такое произошло, и потом уже, что всю вину возложили на нас, на чеченцев. Ну, так они хотели преподнести это. И шаг нашего президента Аслана Масхадова, который сказал, что ему достаточно минимальных гарантий безопасности, и он пойдет в Беслан, чтобы помочь заложникам. Сложно это, не сложно будет. И даже чтобы не терять, Илларионов, я уверен, он об этом не знает, потому что это в то время как-то скрытно было. Масхадов был на пути уже в Беслан, чтобы и время не терять. И представьте себе, когда вот происходили вот эти трагические события в Беслане, вот, они захватили, российские спецслужбы захватили в заложники всех родственников Аслана Масхадова. И отвезли там даже на вертолетах в Ханкалу и держали там. То есть был такой шантаж даже, что если Масхадов что-то еще, какие-то шаги предпримет, то его родственники, его близкие люди у нас в руках.
а потом уже начали штурм по приказу Путина, потому что по-другому это не произошло бы. Валикум салам. Саид Саидов. Чечня моя. Анзор, ты видел своего отца во сне, чтобы он говорил про Ичкерию после его смерти, шаид, иншаллах. Да, я много раз видел. Много раз. Вован Навальный. У тебя есть еще брат? Нет, у меня брата нету и не было. Нету. Чечня, Анзор, Австрия с тобой. Иншаллах, мы тоже. Так. Папе 4. Ты извини, что столько вопросов задаю, просто очень интересно, не могу не задавать их. Ты один из немногих, кто может сказать правду. Нет абсолютно никаких проблем. Я общительный человек и могу обсуждать эту тему, я могу отвечать на вопросы и нигде не позволю себе где-то что-то как-то там утаить или там сказать неправду. И постараюсь рассказать, как есть. Имеется в виду, что я знаю. Вот. Так что никаких проблем. Чечен Таймс. Видео, где Аслан говорит о единстве в рядах муджахидов и о предателях. Очень актуально и в наши дни. Брат, валлахи, как передать вот эти чувства сейчас, да, я это видео смотрел много раз думал, и вот представил ту картину, которая была раньше, и сегодняшнюю картину, и много-много думал про это, что изменилось. Ничего не изменилось. Вот. Среди нас. Он говорит на этом видео, он говорит, что имея единство, с этим единством можно добиться многих целей, чуть ли не всех. Конечно же, по воле Всевышнего. Вот. И как нам говорит Всевышний, Аллах, мы должны стремиться к этому единству. То есть он говорил про единство и про дисциплину в наших рядах, соблюдать эту дисциплину. Вот. Он всегда это говорил. И я вот могу сказать, что это было как-то и наставление. И наша проблема в том, что мы как-то не хотим признавать свои ошибки, а их было очень много. Такие фатальные ошибки были. Нам надо уметь их признавать, и более того, нам нужно убрать вот высокомерие друг к другу. Вот. И все пойдет в гору, все будет хорошо. Очень много думал про это. Я, конечно же, не опубликовал многого. Иншаллах, я это сделаю. Вот. Все готовится, все обдумывается, анализируется. И я покажу еще более интересные материалы. Всему свое время. Так, Майк Бек, Анзор, что ты думаешь про Тумсо? Ну, ты раньше задаешь вопрос про Арцуева,
Исханова, сейчас Тумсо. Да я не хочу, еще раз говорю, я не хочу кого-то обсуждать. Я не чей-то адвокат. Вот. Пускай все занимаются своими делами. Я никого как бы критиковать, там, стараться принизить человека, я этого делать не буду. У меня свои цели, свои как бы видения, идеи, и я работаю с этим. И кого-то обсуждать, я вот этого делать не хочу даже, потому что это выгодно на руку тем, которые вот, дома унижают народ. Вот кому это выгодно. Все это. Тумсо тоже работает, как и все другие блогеры. И если бы таких блогеров было бы много, я вообще говорю, было бы хорошо. И кто там пытается кого-то принизить, да, или вот провоцировать, пускай сам покажет себя от своего имени, будет говорить, будет прямо вот так говорить, показывая себя. Не надо так провоцировать людей. Вот такое мое мнение. Может, чуть-чуть там агрессивно даже, да. Потому что уже надоело. Да, Мотор Кинг, Путин не хотел, чтобы Аслан вывел детей. Ему это было невыгодно, то есть Путину. Да, действительно, вот. И во всех этих случаях Путин, отдал приказы, как это было в Норд-Осте, в Беслане. Я абсолютно не поддерживаю такие акции. И никогда вот как бы даже себе не радовался этим акциям. Нет. Но, как говорил и сам Масхадов, он говорил, что да, есть люди, вот он говорил правду, как оно и есть, не вилял налево-направо. Он говорил, что на чеченской земле есть люди, которых довели, у которых убили людей семьями, родных, близких, братьев, сестер, детей, наконец. И вот их таких удержать сложно. Вот так он говорил. То есть они бесконтрольные. Вот. То есть, я опять же повторюсь, вся вина лежит на Ельцине, который начал первую войну в 1994 году, и на Путине, который начал вторую войну в 1999 году. Если бы они не начинали бы этих войн, все было бы хорошо. Мы жили хорошо и со своими соседями, и внутри своей республики. У нас было все спокойно, можно сказать. Извиняюсь. Ва алейкум салам, Маждат. Масера бойвой Аллах эту. Илья Стельмашенко. Считаете ли вы, что Кавказ должен быть единым, наподобие конфедерации? Я скажу, поддержу ваши слова, ваше мнение. Если Кавказ будет каким-то образом, без разницы, как называться это будет, но если он будет единым, я уверен, что никто не посмеет нас где-то провоцировать. Ну вот посмотрите, эти провокаторы российские, как они пытаются нас делить, разделить, начинать эти конфликты, эти войны среди нас, что нам, конечно же, невыгодно. Вот, мы должны стремиться к этому, к единству на Кавказе. Было бы так, было бы хорошо. Вахмурат Камбулатов. Ва алейкум салам.
Алхамдулилlah, шадик дигду. Так, Варя Б. Анзор, вы порядочный человек и продолжение отца. Так, молодец, что информируете людей более точной информацией. Нам же не все рассказывали, мы многого не знаем. Я понимаю, о чем вы. Действительно, много людей, которые не знали вообще, что происходило у нас в республике, в Чеченской республике. И мы, конечно же, всегда старались. Сейчас это как-то легче. Сейчас это больше принимается и самими русскими. Я вижу, что многие граждане России открывают глаза. Это очень хорошо для них самих даже. Вот. Если бы в то время, там, в 94-м году или 99-м году российский народ стал бы вот и сказал бы там Ельцину, Путину, то я думаю, что они могли бы добиться того, чтобы не началась вот эта кровавая бойня. Стараемся, будем стараться доносить правду, показывать эту правду. Вот. Так. Где я был? Вот. Так. Валикум салам, Абу Билал. Все правильно, что не лезешь в эти политдебри. Не хочу принизить никого, но волку не подобает делить добычу с остальным зверем. У нас времени нету на эти внутренние разборки. Вот. Нету времени. Джахар Дудаев. Анзор, ты ездил с отцом в США? Да. Я был рядом с ним во время всех его поездок. В США мы ездили, были сначала в Нью-Йорке, а потом в Нью-Джерси. Ну, это то же самое, да. И Вашингтон. Ой, я сейчас просто извиняюсь. У меня такой принцип не отвечать на каких-то троллей, провокаторов. Там. Ну, кто-то тут написал мне, почему, я как понял, ты сын Аслана, но почему ты вышел в люди, не отомстил за отца и так далее и тому подобное. Ну, ясно, кто ты, и ясно, откуда ты пишешь. Но в любом случае, я не праздную 23 февраля в Дубае с какими-то там певцами, артистками, я не знаю, кто там. Вот. Это одно. И второе, не обнимаюсь с человеком, если так его можно назвать, который убил моего отца. Вот. Я не уподобился таким. Ну, ты понял, о чем я. Пусар яцшу. Аллахи яцка. Алхот Катаев. Анзор, как получилось, что Аслан погиб, а Мурдашев попал в плен? Как? По воле Аллаха так произошло. И, валлахи, честно скажу, я рад, что люди остались живыми. Вот. Ну, там в то время в этом дворе было несколько человек. Алхамдулилlah. Алхамдулилlah. Скала. Как погиб младший брат Аслана Масхадова? Можешь вкратце рассказать? Да, я попытаюсь.
у российских спецслужб была информация, что наш президент Аслан Масхадов находится в селе Алирой. Они окружили это село, как говорится, тройным кольцом. Там были эти их марионеточные, да, вот эти рабы, как их назвать, не знаю даже, помягче. Вот. И российские войска. И там произошел бой. И мой дядя, то есть брат Аслана Масхадова, младший брат, он был впереди него, и пули, которые прошили моего дядю, попала отцу, ну, в лоб вот так, как касательная такая шальная пуля была, или как это называется. И можете даже на фотографиях тех годов, ну, заметно, что у него шишечка вот такая. Хотя в то время об этом не говорилось. То есть в этом бою, когда они выходили из окружения, погиб его брат. У меня есть даже видео тут на канале, где Аслан Масхадов рассказывает об этом. В то время это было не публично так, из личной нашей переписки. Так, Папе 4. Анзора после теракта в Буденновске, когда Басаев со своими маджахедами уехал в Чечню, российская сторона продолжила обстрелы по Чечне. Но, как мы знаем, после этих событий в Буденновске были мирные переговоры. Ну, они в 95-м году несколько раз начинались, несколько раз они нарушались, и война начиналась заново, продолжалась. И, насколько я помню, там подорвали этого, как его, Романова, и потом война началась. Ну, в общем, я просто путаюсь с датами, потому что это несколько раз они проводили такие провокации. Да, обстреливали. Это был 95-й год, а война продолжалась до 96-го года. Алейкум ассалам. Турал Исаев, Анзор, как ты относишься к азербайджанцам и к войне в Карабахе? Турал, брат, мы мусульмане, не только соседи, мы братья. И как по-другому я могу относиться ко всем этим событиям? Да, конечно, нам всем было бы хорошо, если бы на наших землях не начинались войны. Да, вот, скажем, в Карабахе, на Чеченской земле, и в других там республиках, в Грузии. Если бы все это было бы решено мирным путем, было бы хорошо. Вот абсолютная, полная поддержка, Турал. Аланя и Ристон, опять эти темы. Анзор, осетины воевали за вас в лесах, с вами же, ну, были же. Ну, да ладно, осетины, там, другие, там, грузины, или кто бы там, дагестанцы. Но сами русские воевали против российских оккупантов. Сами русские тоже воевали. Просто человек, Низам, снова здравствуй. Приветствую, здравствуй.
Маждада, так, ты написал самокритично, Анзор. Ну, я, если честно, не понял, о чем ты. Чечня моя, Лария Сфейланзор, за ответ. Иншаллах, твой отец и наш президент Халид Шахид. Мы мирные и верующие люди в единого Аллаха. И наш дуа Аллах примет, иншаллах. Мы делаем дуа за твоего отца, чтобы Аллах. Аллах Рейсфейл, иншаллах, слушай, Аллах Рейсфейл. Мистер Татинеке, вы можете сказать, что случилось с охранником Аслана по имени Муалла? Муалла это не имя было так, но он среди нас был, скажем, более религиозным, вот, мулой, как это говорится на русском, да, а имя у него было другое. Ну, насколько я слышал, он дома, он болеет, перенес несколько операций, то, что я слышал, на сердце. Был ранен ранее. Так. Просто человек, ну, я опять же повторюсь, я не хочу вот эти как-то провокационные темы обсуждать. Но раз уж ты спрашиваешь, ну, и, как бы из-за уважения я скажу, мы поддержали наших братьев. Есть даже в интернете видео об этом, братьев ингушей. Хотя прекрасно понимали, что за этим стоит Россия, и мы об этом говорили. Вот. И Россия развязала этот конфликт, эту войну. И мы прекрасно понимали, что эта война может прийти к нам, на нашу землю. Вот именно после этих событий, как ты пишешь, осетино-ингушский конфликт, мой отец бросил советскую армию, эту должность, эти звездочки там, и вернулся на свою родину, чтобы быть полезным для своей родины. Вот. Чечен Таймс, валлахи, опять же, я вспомнил твой вопрос, вопрос о последнем видео нашего президента, где он говорит про дисциплину, про единство. Вот именно нам нужно единство. И я сегодня смотрю на все, анализирую, хотя, может, где-то публично это не говорю. Ну, на то есть причины, почему я не говорю. Да, некоторые могут сказать, а почему Анзор что-то не скажет? Да потому что не хочу в этом во всем участвовать, делать то, что на руку врагам чеченского народа. Осторожничаю, поэтому. А так, в узких кругах, где я встречаюсь, например, я высказываю свое мнение, а на публику не говорю это. Нам нужно единство. И сторониться тех людей, которые там пытаются на чем-то хайповать, провоцировать, вот эти люди опасны. Опасно.
Алардан Лезвы. Хамзатова, валейкум салам. Так, Аллах рейскую. Анзор, 23 февраля, День Победы. Нет, не Победы. Мы должны, 23 февраля мы должны праздновать, говорят. А нашу депортацию и вспоминать нельзя. Как ты это прокомментируешь? 23 февраля, кстати, День Победы у них 9 мая, когда во всем мире 8 мая. Вот, 23 февраля, да, мы когда-то праздновали и так далее, это все было. Но мы, когда мы вникли во все это, да, мы уже перестали праздновать. Вот чеченец или войнах, без разницы. Кто себя вот считает истинным, да, вот, не должен праздновать 23 февраля. В этот день нас депортировали. Убили, скажем, половина численности нашего народа. Самым жесточайшим методом, образом. И что-то праздновать, я думаю, что этого делать нельзя. Не надо. Михаил Комаровский, там, где Россия, нищета, ложь и смерть. Вторая мировая война, да? Буквально, можно сказать, самые большие державы, страны воевали против немецких войск, Германии. Они полностью разбомбили Германию, конечно же. Там были вообще сильные бои. Там, скажем, Берлин, Дрезден, все эти города были разбомблены. И мы все видели эти фотографии, то есть стерты с лица земли. Там были бои. А тут, то есть Германию победили, она вот, ну, сравним, та страна, как бы, которая победила, да, Союз Советских Социалистических Республик, как живет эта страна и как живет Германия. Вот это сравните. Да, и я всегда говорю, что Россия не умеет жить и не дает этого делать другим. Я не обвиняю там народ, нет, мне даже жалко этот народ. Но в России всегда находятся такие люди, которые думают о своем кармане. Вот почему. Там этого не происходит. То есть не могут жить нормально. Хотя это огромная страна, огромные ресурсы. Могли бы жить лучше, чем в Дубае или в любой другой стране. Но этого не делают, не могут, не умеют. Алейкум салам, брат Пит. Алхамдулилlah, дикю. Алхамдулилlah. Карантин ужесточили. Всю Норвегию не выехать, не заехать. Уже давно. Люди болеют. Так. Я стараюсь, смотрю, пытаюсь успеть за вопросами. Так, здесь я пропустил, но я
Сейчас подойду к этому. Гамарджоба, One Smart Apple. 2 недели назад я спросил у вас о вашем мнении про Виссариона Гугушвили. Извиняюсь. Вы сказали, что можете его даже проведать, так как недалеко от вас живет. Есть новости, но имеется в виду в соседней стране. А тут сейчас такая ситуация, что не выехать, не заехать. Я бы с удовольствием хотел бы увидеть их семью. Я однажды бывал у них. Очень хорошая семья, очень хорошие отношения. Ну, надеюсь. Мотор Кинга, вот насчет зла, да, как только люди России начнут различать белое от черного и называть зло злом, после этого у них будет все окей, то есть хорошо. И у нас, у всех тоже. Да, вся проблема в том, что с нами рядом находится такой сосед, неадекватный сосед, который сам не живет и другим не дает. И люди России, россияне, ну, теперь понимают, начинают понимать, это видно, что зло там под боком рядом находится. А зло не у нас, не чеченцы, не украинцы или другие, или белорусы. Просто человек так. Анзор, вы согласны с высказыванием Джохара Дудаева, нашего первого президента? Раб, не стремящийся получить свободу, достоин двойного рабства. Ну, там как было, раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства. Я считаю, что мы должны стремиться к этому, к этой свободе. И чтобы никто не имел права давить на тебя, управлять тобой, чтобы наконец-то оставили, как наши лидеры от Дудаева и вообще все остальные лидеры, они всегда говорили об одном, что нашему народу необходимы гарантии безопасности. То есть, как я сейчас ранее говорил, учитывая, что рядом с нами находится такой неадекватный сосед, который нападает, когда он захочет. Чтобы у такого соседа не было прав, чтобы отнять эти права, чтобы он не нападал, не убивал нас. У нас Вагнер, не будем на провокационные вопросы, да. Мухаммад Али Азимбеков, алейкум салам, Лария свою, спасибо, брат, баракаллах.
Не ото скоренси. Скорени. Или как это? Алейкум салам, брат. Я чуть-чуть не понял насчет, о которых событиях ты говоришь, о трагических событиях. Их было много. Скала. Как ты думаешь, стоило ли Масхаду выехать в Европу, продолжить политическую борьбу в изгнании? Извини за вопрос. Но у нас такая история, менталитет, что все наши лидеры оказывались в такое время, в таких ситуациях, что они руководили нашей республикой, государством именно в такие периоды, когда совершались агрессии против нашего народа. И все они, абсолютно все, до единого, отдали свои жизни, воюя за нашу свободу, за нашу землю, за наш народ, с именем Аллаха, конечно. И если бы один из них выехал бы в другую страну и пытался бы управлять там войсками там, или народом, то эти войска или народ его не поддержали бы. Вот такие мы. И такая у нас история. Он не имел права, скажем так, его осудили бы тоже. И он даже, вот расскажу чуть-чуть такой случай быстренько. Во время своих переходов, во время войны второй, он не пересекал границу даже Чеченской республики Ичкерия и там Дагестана или Ингушетии. То есть оставался всегда на своей земле. Абу Билал, Анзор, брат, тут тебя много кто жалеет, а я молча завидую в хорошем смысле этого слова. Я не знаю, что сказать еще, но жалеть не надо. Все мы одинаковые. Братья. Иншаллах. Просто человек, Анзор. Я не особо знаю чеченский, но я заметил, что вы почти не имеете акцента, когда говорите на русском. Есть ли у вас акцент, когда вы говорите на чеченском? Например, как в английском? Ну, мне просто вспомнилась школа, школьные года. Вот. Мне учительница как-то сказала, ну, мол, я не, хотя и не русский, но знаю русский лучше, чем сами русские. Ну, мои одноклассники. Так, и насчет других языков, ну, я кроме русского языка знаю и английский, и норвежский, французский учил, литовский, там еще помню. Ну, я даже не знаю, не прислушивался к себе.
Аздоев Аллах Рейсхульсоваш Массера Бой Аллах это. Ты тоже, и вы все тоже берегите себя. Так. Артур, Анзор, как не люблю я этого человека называть, и человеком его фамилию, хитро использует религию, чтобы оправдать свое предательство. Ну, все эти предатели используют религию и не боятся этого. Ну, поэтому они и лицемеры. Поэтому они предатели. Чечен Таймс, да, 23 февраля, это трагедия всего чеченского и ингушского народа. И нет ни одной семьи, которую это не коснулось. Да, это всех нас коснулось. Это... И поэтому мы не имеем права праздновать советский или там российский праздник. И даже вот устно высказывать это, говорить мы не имеем права. Просто представить себе, что происходило, как нам наши старшие, старики рассказывали, видели, прошли это, весь этот геноцид. Вот. Выслали нас, заселили других, наши дома, убили нас во время этого выселения. А потом даже, вот, вы помните, что могильные плиты находили, когда российские вот эти оккупанты, советские оккупанты, использовали их в качестве фундаментов своих административных зданий, свинарники делали. Вот. Потом мы их выкапывали в 1994 году. Поэтому мы не имеем права праздновать этот день. Ичкерия, машаллах, дадалха дукмет шмаха хунам, дейла амам бинаунациш. Амина. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Саваш антитеррор. Виталий Шабан, кто такие братья Ямадаевы, почему у вас были разногласия и не было единства? Ямадаевы, потому что
потому что это как они будут хотеть единства, например. Это были предатели нашего народа. Они виновны в краже людей, вот. Вместе с Кадыровыми. У меня даже есть факты скоро. Вот поэтому они провоцировали нас к новой войне. Они пытались развязать внутричеченскую войну, чтобы российские войска пришли как миротворцы. Вот, потому что были предателями. Цонтро, Анзор, как ты считаешь, для нашего народа ущербна война или деградация? Или ты считаешь, что у нас есть иммунитет от деградации? Любая война действует негативно. И, конечно же, она ущербна. Да, война уносит жизни. И получаются вот такие последствия негативные, что людям приходится уезжать, покидать родину, жить в других странах. Это всегда, конечно, это влияет вот с ущербом. Но и нас спасает наш, как ты пишешь, иммунитет. Да, есть у нас такой иммунитет. Если нас спасает любовь к религии и тому, что мы привязаны к своему родному, к своей земле, к своим родственникам, поддерживаем связь друг с другом. Вот. И мы как бы внутри себя вот тоже пытаемся держаться вместе, все равно мы это делаем. Вот такой вот иммунитет, я считаю, и спасает нас в таких ситуациях. Да. Если мы же стремимся к религии и к нашему национальному тоже, да, это тоже, я считаю, важным, потому что это корни нашего народа. Тим Вольфберг. Так. Ямадаевы, Кокиевы, Кадыровы, Байсаровы и другие ФСБшники делали эти похищения людей, журналистов, отрезание голов, приписывали на всех. Вся их агентура спалилась в 99-м, 2000-х годах. Ну да, в 99-м уже мы начали понимать, когда они сняли с себя маски, вот, кто есть кто, мы узнали их. И там список большой, там не только они были, там не только даже чеченцы были, которые занимались этим. Все эти преступления, да, это больно говорить, все эти преступления были. И были и похищения, и головы отрезали. Но когда потом наши службы, спецслужбы проводили операцию по нейтрализации каких-то там группировок, а это было, как я, кажется, говорил, на Катаяме в городе Грозном, на Теречном районе было, в Шилковском районе было. И когда вот эту группу нейтрализовали, то у них изымали кассеты, вот, где запечатлены были издевательства. И эти группировки были Адама Дениева, кстати, ты пропустил эту фамилию, вот, Ямадаевых, то есть людей, которые были подконтрольны спецслужбам России.
Кентов, да, 8 марта были высланы наши братья-балкарцы. Да. Многие народы наши были высланы Сталином. Не только чеченцы, не только ингуши. Шелби, спасибо. Я бы тоже именно такими словами сказал бы. Вот, но я даже зачитаю. Извиняюсь. Ямадаевы воевали в Грузии по приказу Кремля. Это не было волей и желанием всего чеченского народа. Нохчи нам братья, также и грузины наши братья. Мы пытались говорить, мы и сегодня продолжаем говорить, что те, которые воевали в Грузии, против Грузии, вот банда этого Ямадаева, или же те, которые были посланы воевать в Украину, это нам никакие не братья. Вот. Это такие же враги, как для вас они враги. Вот. Это предатели чеченского народа. И как, Шелби, как ты говоришь, они там были по приказу Кремля, эти предатели. Тим Волфберг, да, помню насчет Денилов, да, вот именно в прямом эфире было. Лилия Гер, насчет гарантии безопасности для нашего народа. Я хочу еще раз озвучить это. Вот именно вот вся свобода, можно так коротко сказать, заключается в этих словах. Имея вот эти гарантии безопасности нашего народа, то есть у тебя есть гарантии, что какой-то там оккупант не придет и не разрушит твой дом, не убьет твою семью, родственников, не разрушит твой город. Вот что нам нужно. Было и нужно сейчас. И сегодня таких гарантий нету, что вот если там взбредет в голову в Кремле кому-то, что вот надо Путина убрать и поставить там какого-то другого Васю. И они опять же могут раскрутить такую тему. Вот действительно чеченцы самые плохие. И убирать вот этот режим предателей, которые сейчас находятся в Чечне, Чеченской республике Ичкерия. Найдут причину, когда захотят. Потому что нет этих гарантий безопасности. Ярик ТВ. Были ли женщины снайперы из стран Балтии или это ложь? Я вот честно скажу, вот, поклясться могу. Я никогда не видел женщину-снайпершу, ну, я имею в виду с Балтики, да. Нет, никогда не видел. Это все выдумано, это ложь. Не было такого. Не было. И даже выдумывались вот такие версии, якобы, ну, для своего оправдания Кремль вот вбрасывал такую информацию, якобы мы приехали там навести порядок в Чеченской республике, потому что чеченцы там вырезали русское население. Ну, неправда же. Неправда. Не было такого. И поэтому в последнее время я пытаюсь выставить информацию об этом. Вот. И самое последнее видео у меня тоже, да, можно сказать про это. И есть еще видео, я обязательно их выставлю. Не было никакого вырезания, притеснения
российского населения Чеченской Республики Ичкерия. Мы жили хорошо до прихода российских войск на нашу родную землю. И лишь тогда, когда они вошли, совершили оккупацию, когда они начали бомбить, наносить массовые бомбовые, ракетные удары, вот гибло это население. И русские, и чеченцы. У нас было много национальностей, много людей, которые вот, смешанный город был, можно сказать. Азербайджанцы, дагестанцы, ингуши, грузины, евреи. Много было. Убивали всех. Вот. Тимур и Лиза, скажите, пожалуйста, будет ли когда-нибудь обнаружена могила Джохара Дудаева? Те люди, которые должны это знать, знают, где похоронен наш первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев. Аллах азбабу. Вот. Ну, знают люди, где он похоронен, а называть место не они, и, честно, я бы тоже не хотел бы называть место, где похоронен он. Потому что мы знаем, какой у нас враг, что они делают, все эти ужасы ими вытворяемые. Поэтому просто человек, Анзор, воевали ли русские, проживающие на территории Чечни, на стороне Чеченской Республики Ичкерия? Да, я помню даже. Извиняюсь. У нас была ударно-штурмовая бригада, находилась на Бароновке, рядом с рекой Сунжи, в Грозном, в центре. Там были русские, наши граждане. Потом в первом городке, военный городок, который находился рядом с домом Печать. Вот. И там тоже были. Я даже лица их помню. Леди 1974. Эфир идет 78 минут, да? А мне только пришло оповещение. Не знаю, но вот прямо в начале самого эфира мне говорили, что пришло им оповещение. Спасибо большое, так, Тимур и Лиза, за ответ. Спасибо. И еще хотела бы спросить, было ли возвращено вам тело вашего отца, величайшего Аслама Сана? Нет, они не возвратили после наших требований, многочисленных требований.
Мы обращались ко всем, начиная там от руководства России, патриарха России, потом кому мы еще обращались, ко всем там лидерам мировых конфессий, даже к тем, к организации «Солдатские матери» в России, к ним обратились, потому что во время войны Аслан Масхадов выдавал им их сыновей, то есть, которые были военнопленные, захвачены в плен во время войны, сотнями выдавал. К ним обращались, ну, ко многим обращались, и нам не выдали его тело. Мы, конечно же, понимали, что они этого не сделают, потому что мы учитывали, какие, сложно назвать людьми, ну, они такие находятся в руководстве России, что они не выдадут его тело. Вот. И являясь мусульманином, алхамдулилlah, я могу, как, может, и другие, то также отнеслись бы. Для меня это, скажем, и гордость вот такая, что мой лидер, мой президент и все мои лидеры, и все президенты, абсолютно все до единого, отдали свои жизни в борьбе, в войне против оккупантов. И, будучи даже в войне, они оставались быть настоящими людьми. Я к тому, что все они хотели мира, призывали к миру. И нет ни одного нашего лидера, кто бы начал бы войну против какого-либо там государства или республики или народа. Горжусь этим. Спасибо за вопрос. Просто человек, Анзор Акем, и когда была сказана фраза «Алик, отводи ребят», слышал про нее, но информацию в интернете искать не стал. Али Адаев, мы называли его Ламбадой, Аллах Азат Кобал Дольсон, мужчина, герой, вот. Знал его хорошо. Он пытался договориться, объяснить этим российским оккупантам в радиоэфире, чтобы они или сдались, или отступили, чтобы сохранить свои жизни. И сам погиб, и эти оккупанты погибли. Аллах Азат Кобал Дольсон. Бабка с бревном. С бревном. А зачем тогда сейчас эти качели, вызывающие ненависть к русским? Почему? Почему ненависть? Я буду лишь рад, если русские будут жить хорошо, и что у русских будет такой человек в руководстве, который будет думать об этих русских. И наконец-таки эта страна станет какой-то адекватной страной,
а не такой, который будет показывать мускулы, диктовать свои законы кому-то, вторгаться на чьи-то территории, в Украину, в Грузию, на чеченскую землю. Нет ненависти, нет, может, жалость даже. Тимур Андлиза не отдает, чтобы дальше мстить ему, даже мертвому, таким образом. Да, согласен. Я смотрел видео, где он говорил русским отдавать их трупы без разговоров и без условий. Так почему же теперь с его семьей так поступают? Ну, как вы пишете, это месть, наверное. Но я еще хочу подчеркнуть, что не только он, а еще тысячи наших самых лучших, наших родных, близких, также не похоронены нами. И мы не знаем, где они находятся, или в тюрьмах, или живы, или не живы. По сей день там, ну, можно сказать, находят люди, вот делают, ну, скажем, раскопки были когда-то, вы помните, да? Дату сейчас я не могу вспомнить. Просто человек, Анзор, я все чаще стал слышать, что гранатометы называют чеченским атомом. Да, с первой войны. С первой войны было такое. Арийская нация. Анзор, приветствую, скажи тебе от души, не смешно, когда такие, как Кадыров, которых знать никто не знал, какие чувства у тебя вызывают их речи о твоем отце и муджайдах, и как Кадыров крут, когда их нет. Короче, не знаю, вот мне сложно сейчас подобрать самое мягкое слово или отвращение, скажем так. Не они должны пытаться искать что-либо сказать в адрес этих наших героев. Я их не буду называть, их очень много. Вот. Они не в такой ситуации находятся, чтобы они могли и имели право что-то говорить в их адрес, в адрес наших героев. Потому что они лицемеры, потому что они предатели, и то, что они делали, и то, что они делают, никто никогда в нашей истории не делал. Поэтому как может иметь право человек, который лижет руку Путину там, или другому там ихнему чиновнику, иметь такое право? Я надеюсь, и иншаллах наступит это время, люди выскажутся, призовут к ответу за все содеянное. У нас просто так ничего не оставляют. Не оставляют. Я говорю про справедливость. Если преступник там будет посажен в тюрьму или осужден, скажем так.
Валикум салам, Морис Джонсон. Абу Билал, Валлахи, ты прав, брат. Какая низость и ничтожество, не говоря о позоре, лидера целого города, народа, которого принимали на высшем уровне, с кем был подписан договор о мире, убить и не выдавать даже тело. Россия пробила даже дно. Да, это самый такой низкий поступок. Я лишь не могу припомнить, чтобы в нашей истории что-то такое происходило. Да, я могу наоборот приводить примеры из нашей истории, когда чеченские воины отдавали тела убитых или раненых вражеской стороне. Но этот враг, тот, который был 100-200 лет тому назад, и сегодняшний, он тот же, и методы такие же. Вот. Я не знаю, как мягче даже выразиться в их адрес, но они не изменились, и они совершают такие же действия. И это позор. Позор такой большой страны и державы. И еще какие-то там вылезатели пяток и рук продолжают клясться в любви этим врагам. И называют себя чеченцами еще. Апарчи. Амирхан Эбзе, валикум салам. Расскажи, кем был Руслан Алханов и чем он занимался во времена Ичкерии. Я не хочу их вообще обсуждать. Предатели. Албады где за, если честно. Кто-то там у Радуева был водителем, кто-то там в милиции был, где-то еще был. Вот и все. Так. Просто человек. Анзор, вы не можете подобрать слово про из-за страха или отвращения, из-за брезгливости. Ну. Я извиняюсь, что я так резко говорю, но заслужили. Морис Джонсон, Надзор, правда ли, что ФСБ нашла захоронение Доку Умару? Я точно не могу сказать насчет этого. И слышал я такое, и слышал противоположное тоже. Джон Готти, надо прощать, Анзор, ты пишешь. Да, мы умеем прощать. Но есть вещи, которые касаются
чести нашего народа, чести тех, которые ушли, истории. Вот тут вот извиняюсь. Тимур, Анлиза, я вам надоело, но еще вопрос смотрела, как Гилаев говорил, что группы чеченцев, которые были завербованы русскими и выполнили разные казни над теми же русскими на камеру, чтобы обернуть мир против нас. Нет, не надоели. Мне очень интересно с вами общаться, говорить то, что я знаю или видел. Вот, насчет убийств. Я чуть ранее об этом говорил. Против нас, против чеченцев, работала целая система огромного государства, которое претендует на влияние в мире, ядерная держава, скажем так. Да, нам не удалось противостоять этим коварным провокациям этого государства. И да, им удавалось вербовать много чеченцев, которые совершали такие преступления. Но там были не только чеченцы, которые их совершали. И все эти казни, то, что снятые кассеты, которые они сейчас показывают, да видно же, кто и почему это делал. То есть готовилось общественное мнение. Я могу долго об этом рассказывать, но обязательно я расскажу это подробно. А сейчас, вот, коротко. Готовили общественное мнение, что вот когда Кремль начнет войну, что их народ, то есть российский народ поддержит их. И вначале они добились этого. А сейчас люди начинают понимать, в чем дело, кто за этим стоял. Вот. Да, существовали такие группы. Есть конкретные фамилии, там Ямадаевы были, Байсаров, вот там еще Саидовы, Дениев, это из чеченцев, которые, а так их много. Просто человек об моем участии в боях. Я горжусь, что что-то, скажем, пытался сделать. Мое участие в первой российско-чеченской войне. Я этим горжусь. И мое мнение с тех пор не изменилось и не изменится никогда. Анзор, был ли ты знаком с Лобазановым Русланом и какие у вас были отношения? Я один раз в бою был против этого Лобазанова. И поэтому у нас никаких отношений не могло бы быть вообще. Никаких. Это был человек России, полковник ФСК в то время.
М, Валикум салам, Анзор, какое у тебя гражданство? Ну, конечно, я не буду вот так все подробности говорить, но не российское. Амирхан Эбзе, Анзор слышал про спецподразделение Карачаевский Джамат? Да, я слышал. Это были 2004-2005 года, кажется, вот так. Слышал. Ну, тут пишут насчет кровной мести. Эх, это нелегко. Нелегко. Но я за то, чтобы преступник, какое бы он преступление ни совершил, чтобы он понес наказание. Будь он посажен в тюрьму или и так далее. Так. Вот тут мне сейчас тоже интересно. Абу Билал. Ну, вот это долгая тема вот для обсуждения, но так коротко посмотрим. Я посмотрю, сказать свою мысль насчет. Ты пишешь, Анзор, клянусь Аллахом, это не громкие слова, но тебе без участия в боях есть чем и кем гордиться. Аллах, Ресурсоваш, ну я понимаю, о чем ты. Но что я хотел бы сказать, какое-либо, без разницы, какое участие принимал в боях человек или в войне человек, но я считаю, что герой тот, который идет до конца и не отворачивается, продолжает свое дело. Я не призываю к войне, это не про это, а даже в душе своей, чтобы не смириться, даже вот так встать и говорить, открыто говорить, или хотя бы молиться, дуа делать, тоже арвал ищется. Джон Готти. Анзор, поддерживаешь ты отношения с сыном Джахаром? Да, я поддерживаю отношения. Тут на китайском я это I'm sorry, I can't read it. I'm okay, alhamdulillah, and how about you? Тут на английском спрашивают, как дела. Воин, алхамдулилlah, ва алейкум салам, алхамдулилlah, дику.
Так. Тимур и Лиза, я даже не знаю, я никаких сообщений вообще не стирал. Может, не прошли как-то, может быть, поэтому, может, вы повторите. КМС Вольник. КМС Вольник. Аслан Хелханде Билгал Миродара. 8 марта дари. Аллах дейка волис. Амин. Аллах дейка масво болешь за мир. То есть ты спрашиваешь, когда погиб Аслан Масхадов именно, потому что, да, там есть люди, которые играют этими дни, не знаю, чего они стыдятся, называют там 6, 7, лишь бы не назвать 8 марта. Это произошло 8 марта утром в селе Толстоюрт. Именно в том доме, который нам показывали в новостях вообще. 8 марта 2005 году. Вайтек, Аллах рейс, валикум салам, Аллах рейс, массо болыш, Аллах декал, Аллах гечмой, массана двойк, Аллах рейс, иншаллах, я вас меня хребуешь, иншаллах. Злой, плохой, хороший. Вот якобы проблема чеченского народа в том, что мы, да, хорошо воюем, но якобы жить мы не умеем, совершаем набеги и грабежи. Да, человек, у вас там с восточной стороны китайцы делают набеги маленькими группами по 5 миллионов человек. Там разбирайтесь. Не у нас. Мы жили хорошо, пока не пришли российские войска, пока Ельцин, Путин не начал войну. Кубик Рубик. Анзор, наверняка у тебя большой архив, больше видео, выкладывая, если есть второй. Так, выкладывай, если есть второй в чеченском. Да, скажу, огромный. Огромный. Но всему свое время. И готовится материал. И, конечно, хорошо, что ты как бы задал этот вопрос. Я считаю, что такие материалы, исторические материалы, касающиеся нашей истории, должны смотреть наша молодежь. То есть, чтобы они знали, что происходило, как это происходило, через что прошли мы, чеченцы, наш народ. Там не только чеченцы участвовали в этой войне. Вот. Просто человек, я насчет, так, читаю твое сообщение. Анзор, а правда ли, что один русский сержант, не хотевший уезжать из Чечни после провозглашения ее независимости, познал лично гнев Джохара Дудаева, которого он после называл нашим президентом? Ну, я именно этот случай
может, не слышал, боюсь ошибиться, но я знаю, что многие остались, и в наших воинских подразделениях были также и русские, жители нашей республики, нашего города. То есть и они участвовали в войне против оккупантов, российских оккупантов. Эти же русские ребята. Странник седой, Анзор, кто сейчас первое лицо ЧРИ. Всех наших лидеров убили во время этой войны. Вот. У нас такая ситуация, и ты сам прекрасно ее знаешь. И поэтому, когда все завершится, эта оккупация, мы проведем выборы, изберем нашего лидера. Д. Картфель Анзор видел, как Путин про блогеров говорил. Я думаю, что он лично иногда подглядывает на вас. Ну, уверен. Уверен, у него такая работа была, ну, КГБшник, да, подглядывать там, глядеть. Вайтек, я сейчас извиняюсь, на испанском. Анзор, хаттардар вай пачалки мерш ял цавирзча, ой, политикю, ва кэтас, ух алашу юха. والله سوش سمون عني مهتي تا يوغير تاتلا بس ما ساقي دابو وخشادو سين دلوش ديق انتل سوقت ايخ شرا ليرنا دقدنا قداء سيق دلوش ديق ديشو اشت سيغوا بيربق Кверти третий. Анзор, валикум салам. Успеха во всем, и да поможет нам Аллах. Амин. Амин, я Аллах. Амин. Спасибо, брат. Тимур Андлиза 2 раза написала, стерлась, я даже не знаю. Я даже сообщения не вижу тут, чтобы кто-то там мог удалить там. Что-то не прошло, наверное, поэтому. Ярик ТВ. Насчет книги. Насчет книги. Ко мне в руки попала вот такая книга. Если вы видите. Сейчас у меня просто изображение правильно показать. И еще раз покажу. Ну, советую прочитать. Очень интересная книга, кстати. «Чеченский феномен. Неистребимая страсть к свободе». Очень интересная книга.
Да, кстати, это не моя книга, писали ее Сацита и Лейла Асуевы. Ибрагим Алиев, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Бестик масера хыл, нерген махкам доту. Велер саламат хыл. Да, вот именно Василий Долгтрев. Сам YouTube часто сообщений не пропускает, много раз замечал. Ну да, не пропускает. Там бывает, блокируется самим YouTube даже. Может, поэтому не проходят некоторые. Амин, Аллах, КМС Вольник, Ладек, Масо Бойлюш. Север, севера, валикум салам, Масера Бойдала, это. Морис Джонсон, Анзор, а вы не знали, где он сейчас похоронен, Аслан Масхадов? Нет, я не знаю, нам не сказали, нам не дали его похоронить. Именно российское руководство. Вот, Тимур Андлиза 5 раз написала, удаляет. Вот это сообщение я вижу. Попробую еще по-другому. Угу. Был ли Кадыров агентом противника и после выполнения задания им же уничтожен? Он был агентом КГБ, то есть там же несколько раз менялись названия этой структуры, этой организации, то ФСК, то ФСБ и так далее. Вот. Он еще с тех пор, со времен КГБ, был агентом, как у него кличка была, Адам, еще с тех времен, когда он учился в Бухаре. И он сам это признал. Было такое. И убрали его сами же русские, не чеченцы его убили. Вот. И как потом оказалось, он делал все, чтобы у нас началась внутричеченская война. То есть эти провокации в 1998 году в Ичкерии тоже показали это. Они сами его уничтожили. Сами. Василий Долгтрев. Вспотел, да? Да нет, не вспотел. Все нормально. Когда я сажусь сюда перед вами, мне очень приятно с вами разговаривать, отвечать на ваши вопросы. Ну, как всегда говорю, было бы хорошо, если бы я вас видел. Вот. Ну, очень интересно с вами. И уходить не хочется даже поэтому.
Еще раз, Тимур, Лиза, где это было? Я сегодня только на ваши вопросы отвечаю почему-то. Понимал ли ваш отец это, или он верил ему? И если да, то до какого времени, да? Нет, в 99-м году уже было понятно, ну, поздно поняли, вот так скажу. Да, это так. Хотя все наши лидеры, конечно же, полностью таким сомнительным личностям или как, ну, как я хочу сказать, доверяй и проверяй, да, вот, ну, так относились. Это потом он в 99-м году, в то время, когда уже начиналась война, снял себе маску, имеется в виду, поехал встречаться в Москву с Путиным. В то время, когда республику всю уже бомбили, артобстрелы были, еще там стреляли из тактических ракет СКАД вот, по Центральному базару, по Родильному дому, по мечети. А он поскакал в Москву. Вот тогда он и снял свою маску. КМС, Вольник. А я зачем вырежь форсу? Да, да, Citizen of Ичкерия. Я тоже так думаю. Просто человек, вот именно я про эти чувства и говорю, что вот никогда не думал, что стримы на Ютубе могут вызвать чувство спокойствия, будто нахожусь среди своих. Спасибо, Анзор, за это. Вот именно такие чувства. Мне очень приятно общаться с вами, разговаривать с вами. Авария, слышу, Масана. Валейкум ассалам варатуллах. Кумык. Спасибо, брат. Спасибо. Так, и тот человек, который на китайском. I can't read Chinese language. So you are asking about do Chechens forget Chechen language in Chechnya? No, I don't think so. Even if you live in Chechnya or if you live in Germany or whatever, let's say in Turkey, in France, we never forget our language. Never. КМС вольник цагом, да, пока ты охуешь в отца, что занесло, кого занесло. Вот. Кассету. Ты про это? Вот он. Вот он, мой шарфик. Так что, вот так вот. Negative creep
Валикум салам. Знал ли ты Узуева Эдельбека из Итумкали? Малай, брат, я не могу сказать сейчас. Может быть, может быть. Ну, боюсь ошибиться даже. Да, Василий Долгтрев, поглаженный. Вот он. Мои цвета, мои любимые цвета. Адам Ван Зелимхан, Анзор, почаще закидывай шортс видео, видео мнения чеченцев, более миллиона просмотров. Маша Аллах. Да. Алейкум салам ва рахматуллах. Так, Citizen of Ичкерия, не кажется ли тебе, что такое может привести к новой эскалации конфликта в внутричеченском обществе? А что именно? Что может привести к новой эскалации конфликта? У нас существует уже конфликт, и все это не останавливалось, и это продолжается. То есть это наша земля оккупирована, временно оккупирована. То есть у нас уже есть сегодня конфликт. Если бы ты задал бы конкретный вопрос, просто я не понял, что именно, тогда бы ответил конкретно. Так, Исаак Шмулевич, Ларис, спасибо, брат. Я спрашивала, так, Тимур Анлиза, я спрашивала, снится ли вам ваш отец, если да, то как, но вы не ответили, видимо, это слишком личный вопрос был, извините, ну, у нас даже как-то говорят, что нельзя рассказывать сны. Да, много раз видел, много раз. И вот, ну, коротко, все равно как-то хочется все-таки ответить, уважая вас, уважая ваш вопрос. Как он рассказывал, как это произошло, вот клянусь честно, как произошло его убийство. Так тоже видел. Ярик ТВ, да, флаг как у Беларуси, только без зеленого. Да. Похоже. Вайхехам. Анзор Масшодуха. Дейлайнс. Мадар Алиес. Азабар Яшама Ольва и что он Тайвар Хопы. Азабарем. Шадыш Вайдук.
Сурен Намов насчет возглавить Ичкерию. Я хотел бы в Ичкерию. Остальное нет. Не знаю. Просто хотел бы на свою землю. Так, сейчас вот. Citizen of Ичкерия, я у тебя спрашивал. Я задал вопрос по поводу нападок Исханова на Абдулхалима и других воинов чеченского сопротивления, обзывая их ваххабистами. Ну, Citizen Ичкерия, раз уж зачитал, отвечу. Я вообще не хотел об этом сегодня говорить, касаться таких тем, обсуждать это. Но я считаю вот это большой ошибкой, когда мы вот публично называем друг друга то ичкерийцами, то ваххабистами, то другими сякими. Нет, я не хотел бы, чтобы мы делили друг друга. Никто. Потому что я считаю, что я вижу тут две стороны. Чеченцы, настоящие чеченцы, как мы говорим, да? И те люди, которые работают на Кремль. Верой, там, любовью и так далее. Служат оккупантам. Вот так только я разделяю. Да, конечно, не хотелось бы всего этого. И предатели, но у нас есть такие предатели, лицемеры. И считаю, что тот, кто сегодня вот использует вот эти термины, кто публично вот как-то в чей-то адрес высказывается, то хочешь, не хочешь, он работает на этих врагов. То есть, может, он даже сам не понимает. Если кто-то там... Я насчет Абдулхалима тоже хочу сказать. Никто, ни я, ни все мы, никто не имеет права сказать что-либо в адрес нашего лидера Абдулхалима Садулаева. Аллах Азут Побал Дольцин. Это был самый лучший из нас. Вот. Такое мое отношение к этой личности. Этот человек сражался на священной войне и отдал свою жизнь, воюя против этих врагов. Цунхумол швейга, цаквертен ликалвишвац, архитусу. Никто не имеет права. Просто человек, хорошо, да, я тоже скоро завершу эфир. Тимур Анлиза, боже, прям мурашки по коже. Я надеюсь, он сейчас знает, что мы, люди со всего мира, считаем его величайшим человеком, воином, президентом. Но вся планета знает, что никакой он не боевик. Да все знают, все знают. Мистер профессор, ты задаешь вопрос, у меня вопрос. Все говорите про Ичкерию, но вы верите в это. Что можно вернуть Ичкерию? Что нужно сделать? Много ли тех, кто готов за эту идею воевать? Ну, почему сразу? Я примерно знаю, откуда ты пишешь. Мы тут не призываем кого-либо воевать. А наше хотение – это наше хотение. И мы, иншаллах, это день наступит, все изменится к лучшему. Вот.
все восстановится, и нам придется вспомнить все. Даже вернуться к тем договорам, которые были заключены с Россией. Вот. Мы верим в это. Асколи, валикум салам. Иншаллах. Караганду, Казахстан. Спасибо, брат. Увидимся, иншаллах. Морис Джонсон, да, за идею нужно бороться. Ну, борьбу надо продолжать и грамотно ее продолжать. Как мы вначале говорили, чтобы у нас было единство и дисциплина, и чтобы мы остерегались разных провокаторов среди нас. Василий Долгтрев, Анзор, тебе палку хорошую надо примирить всех. Да, есть люди, которых надо побить этой палкой. Есть такие люди. Джон, добрый вечер, здравствуй. Так, ну что, завершим. Мне было очень приятно. Леди 1974. Дайте-ка я завершу вот так. Еще кое-что хотел сказать. Вот ты пишешь там. И не один раз о нем был разговор, и никогда ни о ком Хусейн плохо не говорил. А вот как было на самом деле, говорил, и очень правдиво. Но, извини меня, я помню эти слова, да, я так уже прямо скажу, это и Хусейн, и не Хусейн, и я, Анзор, все мы можем где-то ошибаться. Ну, просто нам надо всем стараться не совершать какие-то ошибки, даже словесные. Да, было неприятно, когда говорилось, что там, про двойные имена и так далее. Было неприятно. Вардал Лезвой, Масухумнах, это даже не осуждение кого-либо, я не пытаюсь этого сделать, но нужно быть осторожными во всем. Джахад Дудаев, иншаллах, вот об этом я и говорю. Джон, мать, алхамдулилlah, все хорошо. Ну вот, я возвращусь к началу разговора, хотя я долго сейчас говорю. Вот про последнее видео, которое я опубликовал, я бы посоветовал бы распространить это видео, потому что там то, чего нам не хватает сегодня, этого единства, быть ближе друг к другу. Я имею в виду видео нашего президента. Вот. И сообщу, что скоро появятся очень ценные, хорошие материалы. Я их обязательно опубликую. Знаю, что вам тоже это понравится. А сейчас я уже иду к концу. Аллах рейсхуль масана. Аллах, это бой масера. Я прощаюсь с вами. Благодарю всех.
И скоро, уже на днях, обязательно увидимся. Я планирую там, скажем, 8 числа, вот так, встретиться с вами. Спасибо еще раз. И еще раз скажу, мне было очень приятно с вами общаться. У нас 11 час уже. Это тут вопрос был. Аллах рейсму мусан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.